Добрый день! В прямом эфире телеканала Юрган программа «Рабочий полдень» в студии Екатерина Борш. И для начала напомню о парочке неофициальных праздников. Ежегодно 22 ноября в нашей стране отмечают День психолога. И хотя пока он не утвержден официально, работа данных специалистов очень значима в нашей современной, полной переживаний и стресса в жизни. Ведь психическое здоровье человека не менее важно, чем физическое. И еще один праздник. Сегодня практически каждый человек знает или, по крайней мере, слышал о Дне матери, который отмечается в разных странах по всему миру с разницей в датах проведения. Для России это последнее воскресенье ноября, то есть 26 ноября. День отца, пожалуй, известен несколько меньше, но оказывается, есть еще День сыновей. Он как раз сегодня, так что мой сын наверняка будет сегодня ждать подарка. И тема эфира. В предстоящие выходные республика продемонстрирует свои туристские возможности на выставке ярмарки «Отдыхаем в Коми». Участниками смотра достижений и идей будут администрации городов и районов, туроператоры, турагентства, экскурсионное бюро, ремесленные мастерские, все те, кто имеет отношение к туриндустрии. Какие сюрпризы и интересные события приготовила для нас ярмарка, узнаем у гостей нашей студии. Это директор Финно-Угорского этнопарка Елена Иванова. Добрый день. Здравствуйте, Екатерина. И координатор выставки Зоя Корнилова. Здравствуйте. Напомню нашим телезрителям, что работаем мы в прямом эфире 46 90 60. Телефон вам знакомый, набирайте знакомые цифры, задавайте свои вопросы. Возможно, вы хотите рассказать о том месте, которое вы с удовольствием или с неудовольствием посетили. И вообще, давайте попробуем порассуждать, есть ли туризм в Коми. На мой взгляд, он есть, потому что я в этом году абсолютно случайно попутешествовала, так как Азия вышла по работе по республике. И вот некоторыми городами я искренне восхитилась. Но все-таки к выставке. Что будет там такого интересного? Безусловно, выставка это все-таки представление тех возможностей, которые есть в нашем регионе. Как для гостей нашей республики, так и, безусловно, для жителей. Наша республика огромна, да? Но, Екатерина, вы сами знаете, что многие сыктывкарцы никогда не были в Иркуте. И наоборот, да, то есть воркутинцы никогда не были в Ухте. Поэтому выставка дает возможность представить все многообразие нашего региона, нашим жителям, рассказать о тех возможностях, которые и достопримечательностях, которые представляет тот или иной район, дает возможность спланировать свои выходные. Да, безусловно, раз в год мы все мечтаем побывать на море. Но все-таки в течение года, каждые выходные мы стремимся разнообразить свой досуг. Поэтому выставка, какое-то новое место, да? Выставка — это, безусловно, огромная возможность познакомиться с непосредственными гостевыми домами, с нашими туроператорами, да, туристическими компаниями, с выставочными центрами, обменяться контактами и спланировать свои выходные. Ну, в итоге сколько участников приезжает рассказать о себе? На сегодняшний день это 45 участников, которые заявились в программе мероприятия. И все они, скажем так, в основном из нашей республики, но также есть и представители Вологодской области. То есть куда не так далеко ехать? Гостиничный комплекс «Вотчина». Даже добавлю, значит, получается, что в нашей выставке будут принимать участие практически все муниципальные образования региона, турбизнес, как вы уже сказали, ремесленные различные компании, индивидуальные предприниматели. Но помимо этого на выставке будет представлен стенд серебряного ожерелья. Это туристический маршрут, туристический проект, крупный проект северо-запада, Северо-Западного федерального округа. И на этом стенде будут работать представители Вологодской области, представители Архангельской области, а также представители нашего отраслевого ведомства, потому что очень часто гости нашего региона, вернее, извините, жители наши спрашивают, куда можно поехать внутри нашего региона, ну и также спрашивают программу соседних регионов.
а это прекрасная возможность представить здесь также эту информацию. Почему принято такое решение? Потому что Республика Коми также является участником проекта «Серебряное ожерелье», и когда выставки аналогичные проводятся в других регионах, наш регион также там представлен. У нас есть звонок, я вас прерву. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Очень приятно, слушаем вас. У меня вот такой, даже, наверное, не сколько не вопрос, а сколько, наверное, пожелания. Я периодически езжу в соседние регионы, или не только в соседние, да, бывает, к друзьям, в тот же Воронеж, например. И, соответственно, вот когда там знакомишься с новыми людьми, они спрашивают, ты откуда? Я говорю, с севера. Ты откуда с севера? Я говорю, с Сыктывкара. А где это? То есть никто не знает, где это Сыктывкар. Я говорю, например, знаете Воркуту? Да, Воркуту все знают. О, у вас там же ГУЛАГ, у вас там было много ссыльных и расстрелянных людей. Так может быть как-то продвигать, может быть, вот этот бренд, чтобы знали больше о нашей республике? Спасибо большое. Спасибо, Алексей, за вопрос. Что касается Воркуту, как вы знаете, в этом году прошел в Воркуте форум, называется «Доступная Арктика». Этот форум был проведен нашим Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми совместно с Министерством культуры Российской Федерации. Значит, и, безусловно, одним из направлений продвижения региона является развитие арктического туризма, о котором только-только начали говорить, буквально последние годы. Поэтому это направление, над этим направлением регион также работает. А это все-таки получается, если арктический, то Воркуту будет знать еще больше. А Сыктывкар каким-то образом продвигается? У нас же есть тот же самый этнопарк. Конечно. Наверняка в течение приезжают к нам. Достаточно многого времени, так скажем, правительство региона работает над продвижением, над узнаваемостью республики. И если посмотреть ситуацию несколько лет назад и сейчас, то уже узнаваемость гораздо выше. Да. Безусловно, так скажем, еще над этим нам предстоит еще трудиться и реализовать не один проект, прежде чем мы будем настолько известны, как известна та же вотчина Деда Мороза. Но это во многом зависит от брендинга, от брендирования территории. Поэтому я знаю, что также Министерство культуры работает и будет поднимать вопрос брендирования территории на координационном совете, который пройдет в рамках выставки «Отдыхаем в Коми». И будет общаться с нашими муниципальными образованиями на эту тему. Все-таки вот к выставке. Где будет проходить? Мы нашим телезрителям не сказали. И с какого времени, по какое будут доступны павильоны? Выставка будет проходить в торговом центре «Июнь». 25 и 26 ноября. 25 это с 10 утра до 19:00. То есть это традиционные стенды, к которым есть представитель, можно подойти, задать свои вопросы, взять какие-то раздаточные материалы, да? Да, выставка проводится именно в таком режиме, то есть организованы стенды, на стендах работают представители администрации муниципальных образований, представители бизнеса, представители ремесленных, различных компаний. На выставке также обозначены зоны. Это интерактивная зона с мастер-классами, где будут проводиться различные интерактивные программы. Организована фотозона, причем в фотозоне, поскольку у нас ожидается год собаки, соответственно, с собачьей упряжкой будет организована фотозона. Значит, и также организована дегустационная зона кафе Финно-Угорского этнокультурного парка, кафе Финно-Угория, а также кафе Енот и кафе Шарлотта. Значит, будут представлять различные блюда с дегустацией для посетителей. Вход на выставку. То есть будет не только интересно, но и вкусно. Да.
Вход на выставку свободный, но есть, так скажем, одна такая изюминка. Значит, на выставке будет организована регистрация посетителей, но в обмен на заполненную анкету будет даваться флаер, который дает право участия в розыгрыше суперприза и иных призов. Значит, сертификатов, да, значит, сертификаты будут, есть сертификаты, которые предоставлены нам нашими спонсорами и касаются различных аспектов, да, это и досуг, связанный с виртуальной реальностью, и фотографирование, да, услуги фотографа, есть сертификаты на посещение Финно-Угорского этнокультурного парка. Но среди, ну, таких наиболее, что ли, значимых, да, и привлекательных призов это велосипед. Велосипед, предоставленный по согласованию нашего министра Сергея Витальевича Емельянова со Степаном Чураковым, депутатом Государственного совета Республики Коми. Значит, велосипед, который будет разыгрываться также по флаеру, и полет на Мань-Пупунёр, предоставленный компанией «Северный Урал». Значительный приз, наверняка. Те, кто занимаются или хотят заниматься туризмом, мечтают попасть на Мань-Пупунёр. К сожалению, не всем это доступно. И там вот ограничение посещений, если я знаю, если я правильно помню. Да. Если я правильно понимаю, со стороны Республики Коми так и нет. Вот так мы через Пермь заходим, да? Или... Нет, не совсем такая ситуация. Значит, вход есть, безусловно, это открытое пространство. Да, безусловно. Все-таки Мань-Пупунёр находится на территории Печоры-Илычского заповедника, поэтому есть ограничения определенные по посещениям. На сегодняшний момент, значит, как туроператор, маршрутами на эту территорию занимается Северный Урал. Но Северный Урал у нас на сегодняшний момент также зарегистрирован на территории Республики Коми. Значит, что же касается продуктов со стороны республики, Северный Урал делает остановки на Якше. Значит, это в Троицко-Печорском районе, и можно с ними полететь от Якши на Мань-Пупунёр. Наши продукты, как туроператора этнопарка на Мань-Пупунёр, находятся в разработке. Это отчасти связано с вопросами согласования по стоимости тарифов Коми Авиатранс. Ну, вот наши телезрители наверняка обратили внимание, что периодически на экране мелькают фотографии с прошлого года выставки. То есть выставка работает не впервые, но впервые этим организацией занялся этнопарк. Вот зачем это вам нужно было в Акаку? Ну, тут, наверное, не спрашивается, нужно или не нужно, да, это скорее нужно региону, поскольку ранее этнопарк всегда являлся многофункциональным туристским комплексом в селе Иб. И фактически государственное автономное учреждение управляло этим комплексом. С этого же года этнопарку предоставлены еще две функции, очень важные для нашего региона. Первое – это туристский информационный центр. То есть мы стали туристским информационным центром, мы координируем фронт-офис, который находится на Карла Маркса 229 в Доме печати. У нас аккумулируется информация о всех туристических возможностях нашего региона. Жители нашего региона, ну, мы являемся такой бесплатной сервисной площадкой, где жители нашего региона могут получить консультацию по шопингу, да, куда сходить, по выставкам, которые проходят в нашем регионе, по мероприятиям, да, в нашем регионе, в том числе крупнейшим событиям. Мы создаем и издаем ежемесячно календарь национальных событий. Значит, ну и, безусловно, по маршрутам. И также в этом году, в марте месяце, мы стали туроператором Республики Коми, и нами разработано несколько маршрутов. И, в принципе, этот период мы посвятили именно разработке маршрутов и
проведению переговоров с туроператорами соседних регионов. В частности, мы проводили переговоры с Кировской областью, с с туроператорами Вологодской области, Архангельской области и Татарстана, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Москвы. На сегодняшний момент у нас, так скажем, увеличились группы по посещению этнопарка с точки зрения именно въездных групп, да, то есть соседних регионов. Значит, Узнают про нас. Ну, потихонечку, да. И также вместе с ними мы разрабатываем совместные маршруты для того, чтобы уже на выставке «Отдыхаем в Коми» представить календарь туров на 2018 год, понятно, с акцентом на первое полугодие года. Ну, наверняка на выставке от вашего этнопарка тоже будет площадка какая-то, так? Да. О чем будете рассказывать на той Да, площадке? конечно. Вот придут посетители, что там они могут? Ну, в первую интересно очередь узнать. надо сказать, что в рамках нашей площадки будет выступление, скажем так, организация туристических, туристического потенциала о республике. Это, конечно, туристский информационный центр Республики Коми. То есть он будет, представители туристского информационного центра будут присутствовать, рассказывать о наших турах, о потенциале, о всех возможностях, которые у нас есть, о всех достопримечательностях, может быть, если будут желающие узнать. Ну и, конечно же, в рамках такой культурной программы культорганизаторы уже готовятся сейчас активно к этим дням и готовят различные мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции, ну и по другим, скажем, там культурно-досуговым программам. Ну, кстати, вот 45 участников, ведь это наверняка не все возможности региона. Кто-то наверняка не смог бы приехать, Ну, на самом деле, заявиться. как у нас принято, ажиотаж начинается в последнюю ночь. Да? есть Мы может сейчас вот увеличиться, да, буквально за эти дни получаем заявки. Да. То есть 45 это только заявилось, на самом деле среди них намного больше, потому что вот, некоторые из них по 5 человек, некоторые по двое, по трое. Ну, надеемся, что это 45 компаний. То есть да, это 45 представителей. в количественном виде людей, конечно, гораздо больше. Конечно, сначала казалось бы, что очень сложно собрать такое большое количество людей, да, на выставку, но понимаешь, когда окунаешься в эту сферу, понимаешь, что здесь как бы люди сами заинтересованы в том, чтобы приехать, проявить себя, показать себя, найти партнеров, конечно, потому что основная цель выставки — это, конечно же, обмен опытом. Вот. И здесь хочется сказать, конечно, большое спасибо администрации районов, которые очень активно помогали нам в том, чтобы найти участников, и ежегодно они помогают нам в этом, в организации, скажем так, участников. Также могу дополнить, что Финно-Угорский этнокультурный парк представит в дни проведения выставки новогодние программы. Да? Наши мастер-классы отчасти также посвящены Новому году. Поэтому выставка — это возможность отдыха, такого развлечения с семьей. То есть и старый млад может себе на выставке «Отдыхаем в Коми» найти развлечение. Интересное, да, что-то интересное. Поэтому мы будем рады каждому посетителю. Добро пожаловать. Например, какие вот интерактивная площадка? Вот кто там будет? Ну, самое главное, делать? скажем так, площадка выставки — это, конечно же, сценическая площадка, которая в режиме нон-стопа постоянно будет крутиться, постоянно будет представлять, скажем так, и видеоролики районов, и представителей турбизнеса и так далее, ярко представит весь потенциал нашей республики и, конечно же, представит культурную составляющую, то есть многие творческие коллективы смогут выступить здесь, на этой площадке, а зрители смогут полюбоваться достоянием нашей Например, республики. насколько известны это коллективы? Может быть, те коллективы, которые там наиболее полюбившиеся жителям нашей республики, или наоборот, какие-то там менее известные приедут?
Коллективы будут как из Сыктывкара, так и из районов Республики Коми. Вот мы ожидаем из Карткировского района коллектив «Зорюшка». Вот. Ну и многие другие, там и Тагия Сур, и коллектив Национального музыкально-драматического театра. Вот. Про интерактивную площадку вы как умолчите все-таки? Вы так перевели на культурную? Да. Ну, интерактивная площадка, конечно, здесь сразу хочется сказать, что каждая площадка, каждая экспозиционная площадка — это и есть интерактивная площадка, потому что люди не только в рамках своих экспозиций будут беседовать и, скажем так, меняться опытом, но и будут показывать различные мастер-классы по изготовлению кукол, по кулинарные мастер-классы, ну и другие, скажем так, секретики такие. Ну, например, Ижма везет чум. Да. То есть, соответственно, можно будет ребенку показать, что такое чум. Безусловно, Ижма всегда красиво, широко, интересно представляет это традиционное жилище. Это уже само по себе огромное действие и хорошая, красивая программа. Или, допустим, если смотреть на предпринимателей, к июню привезут мобильную баню. Да? Каждый желающий при, так скажем, желании может ее посетить даже. То есть такая возможность предусмотрена, если посетитель, конечно, захочет. Но она будет презентоваться, поэтому сюрпризы такие будут разные. Также мы вывозим на эту выставку коллекцию первого в мире музея искусства нефти, наши работы, которые написаны нефтью, потому что мы знаем, что это действительно единственная в мире площадка, которая находится в этнопарке. И мы периодически наши работы представляем на различных событийных мероприятиях в Сыктывкаре и в других городах. И на выставку мы также ее привезем, и наши мастера проведут такой интерактив, называется «Редвушпас» или «Родовой знак». Ого, как интересно. И нефтью. Да, напишут, нарисуют знаки, придумают вместе с посетителями их родовые знаки, нефтью на спилах деревьев. Ой, как любопытно. Только ради этого уже можно прибежать. Есть у нас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы такую тему подняли. Очень немногие наши, наверное, жители путешествуют целенаправленно по республике, чаще по работе, вот как я, например. И недавно ездила в Уссурийский район, очень мне понравилась новая гостиница, там великолепно совершенно такие виды. Но в то же время с ужасом вспоминаю, например, гостиницу в Ижме. Вот очень бы хотелось, чтобы как-то обращали внимание на то, как люди живут, когда приезжают в наши красивые, конечно, районы, но хочется, чтобы и жить там было, и гостевать очень как-то комфортно. Вот такое мое мнение. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле инфраструктура, которая создана в том туристском объекте, да, крайне важна. То есть насколько комфортно располагается, это очень важно. Насколько у нас много таких продуманных точек, где на самом деле комфортно со всех сторон. Что они есть, это 100%. Я думаю, что мы все-таки объективно все понимаем, да, что если говорить о юге России, это, безусловно, территория традиционная для туризма. Да? То есть каждый житель региона знает, что в сезон он работает, да, в зимнее время, вне сезона он отдыхает. Вся инфраструктура южных регионов продумана изначально под туризм. Правда? Значит, для нашего региона это новое направление. Первые шаги мы только Это делаем. Первые лишь шаги. И также нужно сказать, что мы на карте России, как туристическая точка, тоже открытие. Поэтому, да, безусловно, нам еще очень много предстоит сделать для того, чтобы здесь был
и развивался туризм. Безусловно, нам очень много нужно поработать над инфраструктурой, начиная от знаков, да, туристической навигации и заканчивая уже гостиницами, развлекательными комплексами. Мы на сегодняшний момент даже касаемо этнопарка, да, продумывая его дальнейшее развитие, мы понимаем, что в нашем регионе практически отсутствуют объекты экстрима, да, куда могут и люди выехать и выплеснуть свои эмоции, чтобы было им интересно. Поэтому продумывая, мы смотрим различные объекты. Следующий шаг будут такие возможности. И сейчас занимаемся поиском финансирования для проекта, называется «Гонка героев». Мы очень хотим, чтобы этот проект был реализован на территории этнопарка. Это, так скажем, площадка с препятствиями под открытым небом, всесезонная площадка. Это федеральный проект, который реализуется во многих регионах России. Но на сегодняшний момент в чем плюс? Такого проекта нет ни у нас, ни у соседних регионов. То есть, может, прилив за счет этого еще. Да, мы понимаем, что поскольку этот проект привлекает очень активно молодежь к себе, да, он может стать такой интересной зоной для привлечения людей. То есть это как состязание получается какое-то? Да, это состязание между командами, причем да? эта площадка рекомендована Министерством обороны, в том числе для тренировки силовых структур, но она доступна для людей с разными физическими возможностями. В составе команды этот маршрут могут проходить в том числе люди с ограниченными возможностями. На этой площадке проводятся не менее чем 4 раза в год массовые забеги, да, по 1500 человек. Поэтому мы видим, для реализации такого проекта необходимо финансирование 6,5 миллионов рублей. Компания, с которой мы бы хотели реализовать этот проект на территории этнопарка, сертифицировала все объекты. Да? Поэтому нам интересно сотрудничество с этой компанией, и мы надеемся, что в нашем регионе или в соседних регионах нам удастся все-таки найти компанию, которая профинансирует данный проект. На сегодняшний момент этот проект отправлен на грант, и будем ждать результатов. Будем, на самом деле, очень ждать. Подходит время рекламы. Я напомню нашим телезрителям про удобную функцию телевидения Ростелеком «Управление просмотром». Вы можете перемотать наш эфир к началу или посмотреть программу в удобное вам время в течение 3 суток с выхода в эфир. И, конечно, наш сайт jurgen.rf. Записи всех программ нашего телеканала именно там. Но сейчас прервемся на небольшую рекламу. Через пару минут продолжим разговор. Не переключайтесь. Программа «Рабочий полдень» продолжает свой эфир. Напомню, что сегодня мы рассказываем о выставке ярмарки «Отдыхаем в Коми», которая пройдет в будущие выходные в торговом центре «Июнь». И напомню, что гости нашей студии сегодня это директор Финно-Угорского этнопарка Елена Иванова и координатор выставки Зоя Корнилова. В рамках ярмарки, выставки, получается, в эти дни пройдут еще 2 значимых события. То, что давно готовилось, это будут подводиться итоги конкурса «Лидеры туриндустрии Республики Коми» за этот год. Что за конкурс? Там профмастерство тоже, как, конечно, представляли. Проекты какие-то. Лидеры туриндустрии – это традиционный конкурс, который проводит Министерство культуры, туризма и архивного дела нашей республики по различным номинациям, в том числе среди туроператоров, гостевых домов, гостиниц, среди, на лучшие экскурсионные маршруты, среди гастрономических объектов. Мы также в этом году на общих основаниях участвуем в этом проекте. Будем ждать результатов, очень надеемся, что нам хотя бы в одной номинации. В торжественной обстановке будут объявлены результаты, да, правильно? Да. Торжественные результаты уже на днях, наверное, подводятся, объявлены будут. Да, официальные
Открытие выставки у нас будет в 11 часов, получается, 25 числа. Значит, далее в 12 часов начало координационного совета. Значит, в 14:30 у нас будут подводиться итоги этого конкурса. И еще одно важное событие – это семинар, который будет проводиться. Вот о нем расскажите, пожалуйста. Да, действительно. В эти дни, да, будет проводиться еще семинар, посвященный развитию сельского туризма. Республика Коми была особо отмечена буквально на днях Министерством культуры Российской Федерации на Санкт-Петербургском международном культурном форуме за развитие этого направления. Значит, семинар проводится в следующих целях. Ну, во-первых, на данное мероприятие приглашены либо потенциально заинтересованные лица в открытии гостевых домов на территории сельских поселений, да, либо те компании, которые уже много лет развивают свои такие точки туризма, да, на селе. Значит, на семинар приедут также представители Карелии, Алтайского края поделиться своим опытом. Отдельно расскажут они, как у них развивается туризм, расскажут об особенностях и тонкостях развития сельского туризма. Значит, с нашей стороны мы посетим в эти дни, значит, получается, точку, гостевой дом Мишкин лес называется, это в Усть-Кулумском районе, а также опытом поделится гостевой дом в селе Пажга. Савапиян. Значит, помимо этого, на семинаре отдельным блоком расскажут о мерах поддержки со стороны Министерства экономики Республики Коми. То есть есть какая-то грантовая система для данных, да? предпринимателей. Значит, Министерство сельского хозяйства Республики Коми. Безусловно, будет возможность пообщаться с представителями Министерства культуры, туризма и архивного дела, и они отдельно расскажут о своих возможностях, да, о своих мерах поддержки. Также, значит, мы пригласили на этот семинар совместно с Министерством культуры краудфандинговую площадку «Планета». Это одна из известных краудфандинговых площадок России, через которые на общенародные деньги, да, собранные на этой площадке, реализуются в различных регионах проекты. И представители этой площадки приезжают в этнопарк завтра и расскажут о тех возможностях, которые дает их площадка. Значит, первый день мы работаем на территории Финно-Угорского этнокультурного парка, во второй день мы едем в Усть-Кулумский район. Почему выбрана площадка этнопарка? Потому что мы также являемся объектом сельского туризма и находимся в сельской местности и активно работаем с нашим, так скажем, селом Иб, поскольку часть наших программ также включает посещение этого села, да, экскурсионных программ. И на этот семинар мы пригласили порядка 10 человек из села. Мы очень хотим, чтобы ИБ также открывал гостевые дома, поскольку посетители этнопарка... Не боитесь конкурентов? Ну, знаете, мы скорее боремся за лояльность посетителей, да, потому что гости этнопарка, кто-то желает жить в гостинице, а кто-то хочет пожить в деревенском доме с козочкой. Да, конечно. Предстоящие выходные 25 и 26 ноября в торговом центре «Июнь» вы можете не только, это профессионалы пообщаются на отдельных площадках между собой на площадке торгового центра «Июнь», но и вы, дорогие телезрители, вы можете прийти, насладиться и культурной программой, узнать о множествах, о многогранности, точнее, возможностей, хотя только начинается вроде как, но все равно уже много чего есть. Туристическое направление Республики Коми. И еще вкусненькое что-то попробовать, да? И еще своими руками что-то поделать. Да. То есть сюрпризов будет много. Приглашайте. Уважаемые зрители, да, мы очень рады будем вас всех видеть на выставке «Отдыхаем в Коми». Добро пожаловать. В нашем регионе
очень много возможностей для организации досуга, для туризма, поэтому приходите. Видякором. Видякором, увидите все своими глазами. Спасибо большое, что пришли в студию. Всего доброго. До Спасибо. свидания. До свидания. Ну а с вами, дорогие телезрители, увидимся завтра ровно в рабочий полдень. До встречи.